Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Отдельное огромное спасибо за ваши донаты. Мои дорогие, я каждый день прошу высшие силы за вас, чтобы вам послали в 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете моему каналу. Дай вам Бог всего самого наилучшего. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какое счастье вам по судьбе в ближайшее время и в чем вас ждет удача? Мои дорогие, если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих мечтах, планах, надеждах, будущем. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какое счастье мне по судьбе и в чем в ближайшее время ждет меня удача? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что приготовили для вас высшие силы. Какое счастье вам по судьбе в ближайшее время. И в чем ждет вас удача тоже в ближайшее время. В ближайшее время вы можете загадать себе самостоятельно. Я буду смотреть на полгода. Так. Знаки очень хорошие, знаки очень необычные. Так, я начну, пожалуй, снизу буду говорить. Да? Прежде всего, здесь внизу вышла корона. Вот она, какая красивая корона. Она же очень похожа на звезду. Это состояние человека коронованного, добившегося успеха, добившегося просто уже, не знаю, как зенит. Да? Вы входите в зенит. Вам на ближайшие полгода, ну, а, конечно, кто загадал, смотрите на свой срок, идет именно успех. Успех в делах, удача в делах, счастье в делах. Да? Какие-то запланированные вами, я не знаю, там, проекты, бизнес, начинания, переход на новую должность, на новую работу, там, повышение по зарплате, все это будет вам во благо. То есть то, что вы там на что надеялись, на чем мечтали, вы обязательно получите. Особенно будет удачен бизнес, если вы решите заниматься своим собственным бизнесом, какими-то делами, задумки, планы, я не знаю, вот что вы там себе реализовать, может, талант свой какой-то, свою какую-то особенность, способность. Это обязательно у вас, во-первых, принесет вам известность, принесет вам достаток, принесет вам счастье, да, вот когда человек реализован тем, что он делает. Вот эта ситуация у вас идет. Так, дальше. Я вижу несколько человек, это может быть члены вашей семьи, может быть там ваш муж, ребенок, может быть мама, там сестра, да, вот кто-то из ваших близких, вот прям кровные родственные связи идут. А здесь радость, которую вы разделите со своими близкими. Здесь идет радость как от ваших близких людей к вам, так и, ну, то есть смотрите, как они вам что-то делают, они для вас что-то делают, либо какой-то подарок вам делают, либо что-то в жизни их не происходит такое, что приносит вам радость. Ну, придет ваш муж, например, да, с работы, скажет: представляешь, вот я купил лотерейный билетик и выиграл там 1 миллион, да, вот такая большая радость у вас будет в семье. Либо, не знаю, там, порадуетесь вы, да, за то, что муж там, например, хорошую работу получил, либо его там, может, он у вас там художник, артист, да, что он получил какую-то премию, вот именно признание какое-то получил. Ребенок талантливый ваш, да, где-то что-то там прославился, показал себя всему миру, обозначился. Да, может, просто ребенок ваш блогер, да, и он там свой канал в канал-миллионник превратил. Понимаете, вот гордость и радость за своих близких людей. Второй момент – это то, что вы даете вашим близким, и близкие это принимают и за вас очень рады. То есть ваши близкие, во-первых, они будут с вами делить как радости, так и горести обязательно. И ваши близкие, вы должны быть всегда в них уверены и понимать, что они
При любых раскладах вот именно эти два человека всегда с вами рядом и всегда готовы вам во всем и всегда помогать. Вот такой момент, хороший очень момент. Мне очень нравятся такие предсказания. Я просто еще вижу, наполненность идет, наполненность и не знаю, какая-то урожайность, что ли. То есть много-много будет прекрасных моментов. Следующее — это избавление от опасности. Вот какой-то нож, но он, во-первых, короткий вышел, и он смотрит, разбивается, вернее, об камень. Нож идет от человека, человек-змея, понимаете, человек-змея, гадюка подколодная. То есть если есть у вас такие недоброжелатели, такие коллеги, может быть, соседи, конкуренты, соперники, соперницы. Вот идет избавление от такого человека. Человек, который кусал вас как змея, из-под тишка, нагло, может даже уже и не нагло. То есть вы от этого человека избавляете. Он просто сломает свой нож, да, вот это жало свое, которым он вас ранил, жалил, да, кусал, оно сломается. Сломается человек вот с поникшей головой, просто предстанет перед каким-то судом. Это может быть действительно суд людей, а может быть суд и высших сил. Понимаете, в любом случае он будет осужден, либо она будет осуждена. То есть здесь, как говорится, награда найдет своего героя. Ну, конечно, не в том смысле слова, но тем не менее, человек получит свое. Бумеранг прилетит, да, обраточка будет очень жесткая, и это уже будет не от вас. То есть вы не прилагаете никаких усилий. Я вижу, что вы человек абсолютно добрый, хороший, спокойный. Вы понимаете, как говорите, каждому свое, да. Если человек против меня лихое затевал, особенно если делал, то вы не пойдете там драться, выяснять отношения, вы скажете: ну, Бог тебе судья, да. И вот это самый лучший и правильный ответ. Вот так быстрее всего придет справедливость, и быстрее всего человек получит обратку. И, ну, как обратку, да, по заслугам получит. Вот. Так, еще момент. Я вижу, что вы пробиваетесь вверх, вы знаете, какое-то дело, которое вас очень сильно зацепит. Смотрите, вы столкнетесь с чем-то, что вам прям покажется очень нужным, важным, но вы либо слишком будете мало об этом знать, понимать, либо, ну, как некому будет там поделиться с вами опытом, научить вас чему-то. И у вас будет выбор: вам сдаваться, либо учиться самостоятельно, да, самостоятельно пробиваться и идти вверх. Я вижу, что вы выбираете второе, и вы прям прете наверх, добиваетесь, узнаете, обучаетесь, у вас все получается. То есть как бы освоите какое-то совершенно новое дело, либо получите какой-то совершенно новый, ну, навык, наверное, да, знание, навык, талант, способность, вот как хотите. То есть чему-то вы еще дополнительно. Смотрите, может вам нравится кулинария, да, но вы не умеете готовить, да, либо вы не умеете там, я не знаю, печь торты. И вот так вам сильно что-то понравится, так сильно вы захотите это, что вы самостоятельно полностью проштудируете эту тему и научитесь гениально, просто-таки научитесь делать те же самые торты. Вот. И, во-первых, с собой будете гордиться, во-вторых, я вижу, что люди вам просто аплодируют, вы как будто бы выше всех. Вот такой момент происходит. Я вижу здесь момент обручения, здесь идет кольцо. Смотрите, человек подарит вам кольцо. Тот человек, от которого вы давно ждали. Либо, кстати, может быть и муж, да, если он там давно вам что-то обещал купить, подарить, то же самое вам подарит. И я вижу, что вы получите подарок, да, вот если там обещанный подарок, намного лучше, чем тот, который вы там изначально себе там в голове приметили, да, либо там срисовали, либо случайно там подсунули мужу, да, либо любимому человеку, что, дескать, вот мне такое нравится, купи мне. Купит, но купит намного круче, понимаете, вот прямо радость от этого пойдет, что не то, что человека я там выпросила, да, потому что когда мы выпрашиваем, ну, особенно девочки, понимаю, да, вот осадочек остается, да, что, дескать, ну, мужчина там не догадался. А у вас, вот видите, как получится. С одной стороны, да, вы попросите, с другой стороны, все ваши мечты и ожидания, они будут сверх вознаграждены. Радость у вас от этого будет. Кстати, я еще вижу момент ребенку, вы что-то помогаете. Либо одному ребенку, либо своему ребенку, либо, ну, вот это что-то новенькое, необычное. Вы продвигаетесь вперед. Кстати, возможно, ребенку понадобится помощь в каком-то продвижении. Может быть, придется потратить время, возможность изыскать, чтобы там ребенка на те же курсы отвести.
либо на спорт. То есть это все окупится старицей, понимаете? Не жалейте времени на своих детей, не жалейте времени на какие-то новые начинания, поверьте. Здесь вас именно ждет и успех, и радость. Так, следующий момент. Ну, здесь у нас вышел прям жук скоробей. Это знак достатка. Я скажу вам так, что этот достаток, он в вашу жизнь идет. Денежный канал, финансовый канал у вас открывается. Открывается достаточно широко, потому что, смотрите, у него прям, ну, как из, я не знаю, как у жука это правильно называется, мордочка. Ну да, мордочка, наверное, да. Из мордочки вот такая прям дорога идет. Дорога, и здесь два человека в колпаках. Послушайте, здесь вам суждено вместе с кем-то в паре реализовать какую-то очень мощную идею и добиться какого-то сверхрезультата. Это может быть совместный бизнес с кем-то открыть, может быть какой-то совместный проект, какая-то совместная работа, совместный труд, вот что угодно. Но здесь вам однозначно нужен компаньон. Также может быть момент, что вы, например, с мужем, с любимым человеком, либо с будущим любимым человеком, либо с будущим мужем, вы что-то вместе делаете, вместе что-то такое, знаете, что приносит вам и денежку, и радость, и удовольствие. То есть такой момент просматривается. То есть здесь я не вижу каких-то таких жестких ограничений, чтобы вас чем-то ограничивали. Наоборот, я вижу, что у вас ограничения идут только лишь если вы вот так вот лежите, да, и ленитесь, да, и у вас такой хвост русалочки, что вы вот, ну, мечтаете, да, при этом вы ничего не делаете. Я вижу здесь человека деятельного, активного, который проходит именно сейчас какие-то жесткие, достаточно жизненные уроки, потому что вот вы у меня вышли с мечом наголо, то есть вам приходится, ну, как, знаете, в джунглях человек идет, там, прорубает себе там путь, да, лианы там расчищают. Вот и вы сейчас расчищаете, но вы расчищаете себя изнутри, понимаете? Вот внешние обстоятельства, они все стабильные, неизменные. Вся проблемка у вас внутри. Страхи, сомнения, подозрения, фобии, комплексы. Вот у кого что, понимаете? Все один и тот же смысл. Неуверенность в себе. Неуверенность в себе, и ваша жизнь могла бы и раньше стать намного лучше, намного круче, намного ярче, но неуверенность в себе мешает. Здесь большая радость от того, что два человека сойдутся в пару, от того, что будет новый союз, счастливый брак, счастливые отношения. Кстати, переезд в новую жизнь. Это может быть новая квартира, может быть отремонтированная квартира, либо дом, либо вообще переезд просто за, я не знаю, пределы вашей страны, да, населенного пункта вашей страны, может быть, на другой континент вообще вы можете переехать. Вот такой момент тоже происходит. Здесь именно идет. Ну, я вижу везде вас. Я вижу, что вы боретесь, я вижу, что вы получаете. Я вижу, что вы меняете себя, и жизнь вокруг вас меняется. Я вижу вас в центре. Вот вы человек в центре, успешный человек, активный человек, понимаете? У вас в ногах активность, а в руках у вас мудрость и сила. Вот что идет. А в голове у вас получается жук-скоробей, который просто вот притягивает к себе, к вам, вернее, да, вот эту денежную активность, денежную энергию. Мои дорогие, очень хороший песок обещает вам хороший достаток, реализацию всех ваших планов, идей и задумок, причем реализацию такой, знаете, вот прям в геометрической прогрессии, и момент того, что здесь в паре вот счастье идет, да, здесь и брак, и какой-то переезд, и какие-то новые начинания. Так что, мои милые, все основные сферы, самые главные для любого человека, будут у вас реализованы. Этого я вам желаю поскорее. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.